уже 5 в эту неделю проходить работу в дистанционном варианте, потом, значит, напишут эссе и примут участие, надеюсь, на финальном этапе в июле месяце в Сочи городе в образовательном центре «Сириус». Пожалуйста. Спасибо, Василий Климович. Вы дадите мне возможность, да, демонстрацию экрана сделать? Демонстрацию. Да, демонстрация включена. Да, спасибо. Видно, да? Да, отлично видно все. Ну, Василий Климович очень хорошо меня представил. Спасибо ему огромное. Еще ни разу меня не представляли, как там, ваше величество или кто-то. В общем, мы как-то попроще все здесь друг другу в мире IT общаемся. То есть меня можно звать просто Анатолий, вот, да, без всякого отчества. Несмотря на свою должность, я считаю, что мы все в этом плане равны, да, в мире IT мы можем быть только различаться там уровнем взаимоотношений внутри команды, да, то есть это либо менеджер команды, либо разработчик, либо дизайнер, либо там фронтенд, либо бэкенд разработчик, ну то есть маркетолог, в основном как-то так больше относимся, но окей, да, я очень рад всех приветствовать. Название вашей научно-практической конференции «Большие вызовы», оно очень такое говорящее само за себя. Действительно, перед нами, перед всеми жителями республики, Российской Федерации, да и мира стоят сейчас большие вызовы. Вы сейчас являетесь всеми участниками этого процесса, потому что то, что произошло в последний год, пандемия, действительно изменила наш мир, наше восприятие и, конечно, роль высоких технологий, роль коммуникации, роль информационных технологий, конечно, кратно возросла. Сейчас мы даже вот с вами сидим, общаемся в Zoom, то есть это ВКС-система, к сожалению, не отечественной разработки, да, хотя есть отечественные решения, но вот пока сидим вот в зарубежных, да, на самом деле, мне кажется, мое из одних пожеланий вот вам, может быть, вы станете разработчиками именно новой системы, на которой мы сможем общаться, а может быть, уже, скажем так, в новом качестве, да, то есть это будет более удобное, более лучшее решение, чем вот тот же Zoom или Skype, да, или другие Cisco, которыми мы пользуемся. Тема интересная, да, то есть мне сказали, тоже тема обширная, цифровая Якутия. Конечно, наверное, по этому поводу у меня целый доклад есть, да, но не хотел бы вас утомлять, скажем так, скучным докладом. Как-то расскажу просто про то, что мы делаем и к чему мы стремимся, да, какие цели и задачи мы ставим себе на среднесрочный период. Среднесрочный период – это ближайшие 5 лет, скажем так, да, потому что есть долгосрочный период, это больше там 15 лет, да, есть краткосрочный период, это до 3 лет, там, ну вот 5 лет – это такой считается среднесрочный период. Ну, у нас есть национальный проект «Цифровая экономика», принятая на федеральном уровне, вот она до 2024 года. То есть там есть параметры, показатели, которые мы к 2024 году должны достичь. И, в принципе, мы в рамках нацпроекта в республике и работаем. Ну, как вы знаете, республика у нас огромная, 3 миллиона квадратных километров, самая большая территориальная административная единица в мире, размером как Индия, да, и, естественно, очень разбросанная география, то есть наши населенные пункты разбросаны по всей республике. Вы знаете, что 30% республики, кто не знает, это горы, да, это Верхоянский хребет, это горы, вот, которые вот, начинаются от Алдана и дальше, да, в сторону Колымской группы районов, там, да, то есть 30% горы. Часть у нас тундра, лесотундра, тайга, 500 рек, больше там несколько тысяч озер, да, то есть и республика
с очень слабо развитой инфраструктурой. Это почему важно знать? Почему важно знать? Потому что отрасль связи очень сильно зависит от инфраструктуры электроэнергии. То есть где есть электроэнергия, туда приходит связь. Если нет электроэнергии, конечно, связь реализовывать проблематично, но тем не менее мы сейчас используем в том числе альтернативные источники, стараемся как-то искать другие варианты решений, но тем не менее все равно нужно электричество. Да? Опять же, отсутствие круглогодичного сообщения дорог на большей территории Якутии как раз сказывается на то, что наша разобщенность, мы вот стараемся соединить нашу республику в цифровом мире. Вот если вы посмотрите на карту, то у нас больше 500 населенных пунктов, 512 из них имеет доступ к интернету, это 99,3% населения имеет доступ к интернету, практически 100%. Из них 87,7% населения имеет широкополосный доступ к интернету, это так называемые оптоволоконные линии связи, высокоскоростные, сокращенно ВОЛС. То есть это то, что нам дает быстрый интернет. Эту работу мы начали с 2012 года. 21 декабря 2012 года оптоволоконные линии пришли в город Якутск. Вот. Вы еще маленькие, наверное, не помните, но я в своей молодости помню, когда мы открывали там почту, не могли пользоваться социальными сетями, не могли смотреть YouTube. Это, наверное, для вас звучит сейчас как-то что-то невероятное, но было такое время, когда мы, сидя в Якутске, не могли пользоваться мировыми сервисами. То есть не могли открыть YouTube, социальные сети, не могли даже нормально этой почтой пользоваться. Да? То есть настолько медленный был интернет у нас. Ну вот мы с 2012 года развиваем линии связи. Построено 10 тысяч километров линий связи. Это оптоволоконных линий. Вот синим подчеркнуто это подключенные населенные пункты. Их у нас 292. И сейчас у нас осталась практически только арктическая зона, которая находится у нас на севере. Это 11 арктических районов, которые сейчас находятся на спутниковом сегменте. Но у нас первый арктический район мы в прошлом году вместе с главой республики Алексеем Сергеевичем Николаевым открыли. Это Оленек. Кто знает, где Оленек, может догадаться. Вот синеньким кружочком он нарисован. Мы через Айхал удачно, через Верхнюю Муну 450 километров по тундре тянули оптоволоконные линии связи труба в трубе. То есть мы в пластиковую трубу укладывали волс, да, и, соответственно, проложили туда быструю линию связи. Сейчас в Оленьке у нас 4G и быстрый интернет. Дальше мы пойдем со скалах, и вот у нас желтыми линиями нарисованы наши планы. То есть я ставлю до 2024 года все районные центры Арктики подключить к высокоскоростному интернету. Вот, да, это где-то примерно 97% населения. 100% покрыть все равно невозможно, потому что есть очень маленькие, там, меньше 100 человек населенные пункты, находящиеся очень далеко. Туда и не экономически никак не выгодно тянуть, но считалось даже до этого экономически невыгодно даже в арктические районы, но тем не менее мы сейчас это делаем. Вот, подключили Уснеру, Аймикон, сейчас пойдем в Хану, Зырянка и дальше Среднеполым, Щерский. И вот, кстати, желтым нарисовано по Севморпути, вот с Мегафоном подписали соглашение 25 января. Будет ВОЛС по Севморпути, и мы подключим Тикси, и также будем подключать прибрежные наши населенные пункты. Это нам даст возможность привести быстрый интернет во все населенные пункты и, скажем так, создать такой цифровой мир, в котором все смогут пользоваться цифровыми сервисами, такими как дистанционное обучение, дистанционная медицина, пользоваться e-commerce, пользоваться всеми благами интернета, которые у нас сегодня есть. Ну, а для нас, айтишников, мы всегда ВОЛС называем рельсами, да, рельсы, по которым мы экспортируем нашу продукцию. Но об этом мы еще поговорим сегодня. Ну, также вот на этом слайде видно, что у нас есть еще покрытие спутниковыми. Это 5 спутниковых аппаратов, экспресс
AM3, Express AM5, Express AM33, Yamal 401 это в К-диапазоне и Express 300К, который покрывает практически всю территорию нашей замечательной республики. В принципе, на спутниковом сегменте у нас скорость мы можем спускать от 1 мегабита до 15 мегабит на одно устройство, но, к сожалению, спутниковый сегмент, он очень дорогой, да, и в связи с тем, что ресурс спутника не вечный, спутник там живет в среднем 15-20 лет, вот, и запуск его очень дорогой, и поэтому спутниковый интернет очень дорогой. При этом, конечно, мы ждем, что будет реализован проект «Сфера», который позволит нам увеличить количество спутников на высокой орбите, да, так называемые, да, высокоэллипсоидные спутники, которые покроют вот как раз северную часть, северные широты нашей планеты. Так, ну, если говорить про сотовую связь, конечно, сейчас у нас в республике 85% населения имеет мобильные устройства, это смартфоны. Это тоже произошло в течение последних 10 лет, это произошло очень стремительно. И, конечно, сейчас интернет, когда вот я приезжаю в районы, когда говорят слово интернет, все говорят о том, что интернет имеет в виду, когда говорят интернет, имеет в виду мобильный интернет. Вот. И мобильный интернет у нас возможен только на связи 4-го поколения, 4G. Вот. Но на 4G, чтобы его сделать, нужно оптоволоконные линии. Им нужен транспорт, соответственно, это все взаимосвязано. Сегодня, если вы видите из слайда, у нас работают 3 провайдера. Это Билайн, Мегафон, МТС, федеральные провайдеры. Сотовые связи у нас покрыты так же, как спутниковые, 99,3% населения, почти 100% населения у нас может разговаривать голосом. И 4G у нас 85% почти населения пользуется мобильным интернетом. Да, и эту покрытие мы увеличиваем. Надеемся, что с покрытием оптоволоконных линий, расширением этой сетки мы будем также развивать мобильный интернет. Но не за горами приход и 5G, связь нового поколения. Если на 4G мы там можем на один мобильное устройство там опускать до 30 мегабит там, да, скорость, то на 5G можно будет скорость сделать на одно мобильное устройство 1 гигабит. У меня, кстати, вопрос, чтобы как бы в монолог не превращаться. Кто знает, поднимите руку. Там можно вот в Zoom поднимать руку. И я вам дам слово. Кто знает, для чего нужно 5G? Для чего нужна эта связь? Кто догадывается, просто вот поднимайте руку. Ваши предположения. Ребята, активнее. Вы же инноваторы. Давай, Виктор, пожалуйста. В общем, я считаю, что разные сферы деятельности охватывают 5G, в том числе и малый бизнес, средний бизнес, ну и разные заведения, по сути. Ну, также в плане развлечения. Все равно там есть четкое понимание, для чего нужно 5G, потому что, как я сказал, 2G это для голоса, да, то есть это чисто голосовая связь. Потом 3G это был голос, СМС и там какие-то короткие видеосообщения. Потом 4G это дал возможность мобильного интернета. То есть, по сути, 4G для человека достаточно. То есть мы можем спокойно на 4G общаться, смотреть, устраивать видеоконференции, пользоваться социальными сетями, отправлять сообщения и прочее, прочее. Но вот 5G для чего нужно? Кто ответит? Чтобы стабильно работал интернет. Так, поднимаем руки. Чтобы стабильно работал интернет. Ну, на самом деле, и 4G тоже в городе Якутске работает стабильно. В принципе, нареканий нету. Вот. Тоже неправильный ответ. Наверное, чтобы отправлять более какие-то емкие. Может быть, для облачных сервисов? Так, поднял руку Кондратьев, имя не вижу. Для облачных сервисов. Ну, что-то ближе уже стало. Что-то ближе, облачные сервисы, что-то отправлять. Так, ближе.
Близко, очень близко Искусственный стало. интеллект. Горячо. Так, искусственный интеллект Машинное назвали. Очень близко. Еще для чего? Ну, искусственный интеллект – это технология, тоже как 5G. По сути, это тоже технология. Вот, это машинное обучение, да, data science, прочее, прочее. Ну, то есть, вот Петров Леонид руку тянет, да? Или кто? Нет, нет. Нет, да? Ага, хорошо. Ну, давайте, ладно, не буду мучить. В общем, я как раз приехал с Иннополиса, буквально был неделю назад в Иннополис, это такой новый город в Татарстане, 40 километров от Казани. И там как раз это единственный, ну, в Сколково и в Иннополисе как раз, где разрешили 5G сейчас в стране, и в Эрмитаже еще. В общем, такой быстрый интернет, как 1 гигабит на одно устройство, нужен для IoT. IoT – это Internet of Things. Кто не знает, что такое IoT, быстренько расскажу. IoT – это когда какая-то машина общается с другой машиной. То есть, условно, беспилотник, да, беспилотный транспорт общается, допустим, с каким-то регулирующим устройством на перекрестке. Да, или холодильник там общается, допустим, с каким-то дроном, да, заказывает еду ему. Да. И дрон летит, и с помощью такой быстрой связи, как 5G, он может быстро ориентироваться в пространстве и с точностью, да, с высокой точностью вероятности доставлять там груз какой-то. Или вот я видел в Иннополисе, там ездят маленькие такие роботы, которые беспилотники, такие похожие на луноход, шестиколесные, которые доставляют пиццу. Да? Ну, то есть ребята из Яндекса придумали такой аппарат. Вот, и сейчас там жители Иннополиса могут себе заказывать пиццу, и им робот доставляет пиццу домой. Вот. Это все возможно только когда есть высокая скорость интернета. То есть только на 5G покрытие можно вот внедрять беспилотный транспорт. Поэтому, если мы в Якутске хотим внедрить беспилотный транспорт, а это, в принципе, возможно, сегодня беспилотные автомобили уже существуют, то нам необходимо обязательно внедрять 5G. В плане умного города Якутска, такое мероприятие стоит, как 5G внедрение. Ну, я надеюсь, что как только нам частоты разрешат, Роскомнадзор выделить частоты для 5G, я думаю, мы, в принципе, в стране быстро очень перейдем на связь 5-го поколения. Ну и пользователи, конечно, непосредственно люди тоже будут очень радоваться, потому что скорость интернета будет очень нереальной, конечно, на одно устройство. Ну вот я написал, что вместе с НТС и Полиметаллом мы сделали Private Network 5G на золоторудном месторождении Нежданинское. То есть можно сказать, что в республике мы уже 5G начали внедрять. Ну, то есть в отдельных маленьких, это даже не населенный пункт, это такое месторождение для как раз роботизированной техники, да, для беспилотного транспорта. Но это так, отступление. Дальше движемся. Подключаем объекты, социально значимые объекты, школы, фельдшерско-акушерские пункты. Это все за счет федеральных средств. Мы подключили уже 700 объектов, и сейчас еще 512 мы подключаем школы для того, чтобы у всех школ был быстрый интернет. Так, ну и вот очень интересный слайд. Как вы знаете, мы обучались в Бостоне. Массачусетский институт технологий MIT. У них есть там бизнес-школа Sloan называется. Команда из Якутии, из 8 человек обучалась там 2 года, с 17 по 19 год. Вот. И мы как раз обучались, так называемая программа MIT REAP, это Regional Entrepreneurship Acceleration Program, то есть программа ускоренного развития предпринимательства, да, такого инновационного предпринимательства. И есть такая специальность, специалитет такой, может быть, да, такой архитектор инновационных экосистем. То есть на Западе, назовите мне, какую экосистему инновационную самая знаменитая в мире? Кто поднимет руку? Назовите. Самая знаменитая, откуда большее количество стартапов вышло, инновационных IT-компаний знаменитых. У нее еще такое название, сериал такой выходил. Одноименный сериал выходил. Ну,
Подсказка 14 порядка и номер таблицы Менделеева. Ну-ка, у кого с химией хорошо? Ну, Кремниевая долина. Да, Виктор, Меня правильно, слышно, да? молодец. Молодец, Виктор. Аплодисменты Виктору. Да, Кремниевая долина, абсолютно верно. Кремниевая долина находится в Сан-Франциско, Соединенные Штаты Америки. Так она называлась, потому что кремний был основной элемент таблицы Менделеева для полупроводников. Да, то есть все вот платы, микросхемы, которые производит IBM или Hewlett-Packard, все производятся на кремнии. Да? Вот. Сейчас, конечно, есть разные направления по замене кремния, да, там, но пока кремний не уступает никому, он самый является таким мощным полупроводником, на котором сейчас все микросхемы до сих пор держатся. Вот, но Кремниевая долина создалась вокруг Стэнфорда, это знаменитый университет Стэнфордский, да, и там были крупные корпорации, в том числе и военные, в том числе и НАСА, да, и они стали главным заказчиком для университета. И вот там начали образовываться такие стартапы, которые начали производить инновационную продукцию, в том числе тем, что вы сейчас пользуетесь. Это в свое время компания Apple тоже была стартапом. Стив Возник вместе с Стив Джобсом создали стартап в гараже. И вот сейчас самый вожделенный подарок для девушек – это уже не бриллиант, конечно, а Apple 12, да, iPhone 12. Вот так случилось, что за 15 лет мир перевернулся, и сейчас самый лучший подарок. Да. И хочу сказать, что мы тоже в Якутии хотим создать свою экосистему, которая выращивает стартапы. Вот она так выглядит, как на рисунке. То есть в этой экосистеме, как вот Василий Климович уже говорил, слово такое стейкхолдер. Стейкхолдер – это участник процесса. Да. Вот. Главным стейкхолдером проекта создания экосистемы являются предприниматели. У нас такие предприниматели, наверное, как вы слышали, как компания Майтона. Это производитель игр, да, международная компания, которая вышла из Якутска, братья Афанасий и Алексей Ушницкие, у которых уже работает больше 1000 человек, и объем уже, ну, я думаю, тоже это уже, ну, точно доллары миллионера, так они уже, я думаю, к единорогу. Кстати, кто знает, что такое единорог на венчурном сленге? Мы сегодня будем... Миллиардная. Да, компания с миллиардно-долларовой капитализацией. Виктор у нас прокачанный парень, все знает, молодец. Вот, компания с миллиардно-долларовой капитализацией на венчурном языке называется единорогом. Это не тот единорожек, который у вас в комнате лежит, да, под подушкой, а именно единорог, компания, которая стоит $1 миллиард. В принципе, все компании мечтают стать единорожками. Мы тоже видим, что в Якутии такая будет долина, по которой будут бегать миллиардно-долларовые единороги. Да. Такие у нас сейчас есть InDriver. Это агрегатор такси. Наверное, многие пользуются этим, а кто-то может не пользоваться, но есть такой. Наверное, все слышали, да, про InDriver. Поднимите руки, кто слышал. Пальчиком покажите там, или можете так вот заходить, да, вот здесь. Показывать, да, реакции можно делать. Вот, типа вот так, пальчиком. Все, вот руки подняли, вижу. Многие слышали InDriver, да, Арсен Григорьевич Томский создал компанию. Причем эта компания начиналась с группы ВКонтакте. Группа ВКонтакте, ребята переписывались, там написали адрес, куда подвезти нужно и сколько стоит, назначали цену сами. По сути, MVP проекта был создан в группе ВКонтакте всего лишь. Да? И ребята всю механику перенесли в приложение. Соответственно, вот эта peer-to-peer технология, так называемая, когда аукцион, люди назначают цену, самую справедливую цену. Вот в мире сейчас пользуются уже 70 миллионов пользователей, больше 300 городов мира, в Бразилии, там, в Мексике, в Малайзии, по всему миру есть. Вот, да, Виктор показывает, InDriver. Арсен выпустил книгу «От Якутска до Кремниевой долины».
замечательная книга, ее можно скачать на Литер.с, можно купить здесь у нас в книжных магазинах, советую всем прочитать. То есть это о чем говорит, что можно из Якутска создать миллиардно-долларовую компанию. Это важно, что вам нужно запомнить из сегодняшней нашей встречи. То есть сегодня созданы все условия для того, чтобы с помощью ваших знаний, ваших умений реализовать вашу мечту. Вот. Для этого у нас есть все условия. У нас создан единственный действующий на Дальнем Востоке IT-парк. Вот, про это я сейчас расскажу. Вот он. В центре города 10 тысяч квадратных метров. Есть все, то есть есть инкубатор, Орех, есть сервисные компании, которые упакуют ваш проект, привлекут инвестиции. Есть, ну, я расскажу сейчас дальше про фонд. То есть мы сейчас создали экосистему, которая, по сути, ну, как бы, можно только повторить, ну, как бы, один из лучших в мире экосистем, я считаю, да, который работает с проектами на ранней стадии. То есть у нас есть IT-парк, на льготных условиях вы можете заходить. Мы открываем IT-центры в районах, уже открыли 10, в этом году еще откроем 5, и в целом мы планируем открыть их 17, но я думаю, что их будет больше. Такие мини-IT-центры в районах, там по 100 квадратных метров, 100-150 квадратных метров, такие коворкинги, да, где можно посидеть спокойно, поработать с быстрым интернетом, компьютер уже там есть, можно менторскую программу по ВКС поучаствовать, образовательные программы есть, на хакатонах поучаствовать. Ну, в общем, такое место, где можно поработать. Ну, дальше они будут больше. Вот проекты различные, которые у нас рождены в Якутске. Не буду на них долго останавливаться, потому что в Якутске уже больше 100 IT-компаний действуют, и число их растет. Вообще, по разным подсчетам, у нас уже больше 300 IT-компаний в Якутске. То есть только 119 у нас в IT-парке, но многие еще в IT-парк не заходят, потому что, ну, как-то развивается отдельность там, в университете или где-то еще. Вот еще проекты. Кстати, вот и есть компания, игра Sharp and Blade, тоже интересная. У них 30-40 миллионов скачаний. Тоже интересные ребята, резиденты IT-парка. Очень быстро развивается. Или Fantastic, который вот сейчас готовит игру The Day Before. Да, такой survive игра. Можете погуглить, посмотреть его релиз. Релиз на сайте IGN. IGN – это такой топовый entertainment сайт, на котором показываются фильмы Marvel или мультики от Walt Disney. Их тизер, да, трейлер маленький, который вышел про игру, набрал больше всех просмотров. Около 1 миллиона просмотров за несколько дней. Самая ожидаемая игра этого года, так называемая. Ну и много-много разных проектов, причем не только айтишные проекты. Здесь вы видите, что у нас есть Ведроид, это робот-уборщик. Есть проект, который по умной энергетике, которые сделали систему снижения расходов электроэнергии. Ребята производят бактерицидные рециркуляторы. В общем, кинестетика, кстати, проект по, допустим, где маленьких детей помогает лечить от ДЦП. То есть такой пленти – это такой листочек, за которым нужно повторять движение, вешать сюда сотовый телефон вот так, да, и на экране появляется пленти, и нужно ребятам с ДЦП в игровой форме, они вот повторяют движение за пленти и так называемо развивают свою моторику. Да, вот сейчас они прошли апробацию в нескольких клиниках и сейчас будут идти по всей стране. Также во время ковида у нас были проекты, которые ребята... В чем важно, чтобы были свои разработчики, да, то есть мы во время пандемии наши ребята в режиме хакатона разработали несколько сервисов. Вот это облачная поликлиника, в которой были телемедицинские консультации проводятся, да. Можно записаться к врачу, там скинуть свою температуру, получить консультацию. А во время ковида, вы знаете, нельзя было выходить из дома. Вот это было очень такое вовремя решение. Или портал Stop COVID-19, где мы показывали в онлайн-режиме такой ситуационный центр, как распространялась болезнь в нашей республике. Да, это такой, кстати, мы единственные, мы и Москва, кто сделал такой сайт по стране. Ну и цифровой пропуск делали для города Алдан, где был полностью карантин введен. Могли передвигаться только по QR-кодам. Я, кстати, вот кто участвовал в наших хакатонах, хочу сказать, что хакатоны – это мощь, сила, потому что наши IT-компании могут в режиме вот нон-стопа, вот я вам честно скажу, цифровой пропуск ребята из IT-парка сделали за 3 дня.
Я считаю, что это абсолютный рекорд. Нам поставили задачу голова сделать ее за 7 дней, мы сделали за 3 дня. Я горжусь этим, что мы можем, у нас в республике есть ребята, которые, когда надо, да, быстро очень реагируют на такие вызовы, которые бросает нам мир, да, как пандемия. Ну и надо сказать, что в прошлом году именно IT-компании, такие как Майтон, Индравер и Арсен Томский, первыми выделили 45 миллионов рублей собственных средств на покупку аппаратов EVL. Да, это тоже такой пример вот, социальной ориентированности IT-бизнеса. То есть ребята зарабатывают деньги не просто так, чтобы просто заработать для себя, но и для того, чтобы поддержать родную республику в трудные моменты. Также ребята разработали систему на базе искусственного интеллекта. То есть вы знаете, что ковид вызывает пневмонию, и самая опасность в том, что пневмония становится, поражение легких там достигает до 99%, а это уже летальный исход. Соответственно, нужно было на ранней стадии выявлять ковидную пневмонию. А если кто-то видел снимки КТ, они просто черно-белые. Для меня, допустим, очень сложно смотреть просто на черно-белый снимок, понять какие-то пятна, что они означают. И вот ребята сделали машинное обучение, то, что вот Виктор говорил как раз, это еще не искусственный интеллект, это шаг к искусственному интеллекту, и это как раз machine learning. То есть когда машина обучается определять ковидную пневмонию с точностью до 97%. Я вам могу сказать, что обработано сейчас уже больше 30 тысяч снимков. Вот, на слайде здесь 10 тысяч снимков написано, но сейчас уже 30 тысяч снимков. Да. Она установлена в 15 больницах республики. Все это стекается в единую базу медицинских изображений, так называемые ЦАМИ. И машина сразу автоматически обрабатывает, и это помогает снизить риски ошибочного диагноза. То есть человек, представьте, КТ работало круглосуточно. То есть радиолог сидит круглосуточно, смотрит на эти снимки, которые тысячи он обрабатывает. И, конечно, могут быть врачебные ошибки, и вот эта машина позволяет снизить риски ошибки человека, а, соответственно, спасти кому-то жизнь. По моим данным, на прошлый год, где-то на декабрь месяц, было 385 таких случаев, когда машина сделала более точный диагноз, чем человек. То есть мы 385 людям практически спасли жизнь благодаря программе, которую разработали местные ребята. Ну и также во время ковида наши очень много резидентов делали решения. Это и рециркуляторы начали делать, и маленькие рециркуляторы GRI. Да, то есть наши такие проекты, как GoGo Technologies, доставляли продукты питания, ну и прочее. То есть очень много. То есть очень важно иметь собственное производство в Якутии, то есть для того, чтобы во время не только пандемии, но и обычной жизни производить собственную продукцию. Ну и вот переходим, что же мы делаем. Вы знаете, что мы уже 6-й год проводим конкурс «Моя профессия IT». В этом году мы ее начали 1 марта, прошел хакатон в Татинском районе. 28 команд уже участвовало там. Сегодня, прямо сейчас идет хакатон в Хангаласском районе, Покровске. Там тоже довольно большое количество команд. И мы в этом году, мы думаем, что будет охвачено 1500 участников. Если кому-то интересно, вы еще успеваете поучаствовать в хакатонах. Они, кстати, не ограничены, то есть можно участвовать ежегодно, в принципе, в этом конкурсе. И мы, главные призы, это для 11-классников, мы разыгрываем целевые места в центровузы, вот, вместе с Министерством образования. Вот. И хочу сказать такую новость, что я договорился еще об одном целевом месте на университет Иннополис в Казани. Только что приехал оттуда, поэтому добавился еще один такой приз. Но при этом еще есть призы такие материальные. У нас спонсоры Майтона, Индравер, Фантастик, другие компании Ростелеком, поэтому у нас очень хорошие призы. Ну и в целом это хорошая возможность найти единомышленников, проверить свои возможности, потому что мы работаем только. Чем он отличается от Олимпиады там, по физике, по математике, потому что это командный конкурс, именно что только командой можно принять участие. Вот. Ну и посмотреть свои силы, да, так сказать. Цель конкурса очень такая интересная, она профориентационная, мы читаем лекции параллельно. Ну и, конечно же, идет такое развитие, он идет практически 3 месяца, конкурс. Поэтому призываю всех участников, если у вас будет время, обязательно примите участие в конкурсе «Моя профессия IT». Сайт
и инстаграм-страничка есть. Моя профессия IT можете загуглить, это все выйдет, можно заявку подать, собрать команду и принять участие. Также у нас есть акселератор B8. Мы финансируем проект на ранней стадии 2 миллиона рублей в проект. На уровне идеи такого фонда на Дальнем Востоке нет, потому что если вы придете в банк, вас потребует залог или какое-то обеспечение, поручительство. Здесь мы берем 5% от опциона от вашей компании. Кстати, хочу сказать, что вроде бы сейчас Василий Климович может сказать, зачем это рассказывать школьникам, но я хочу сказать, что у нас есть школьный стартап, да, который зарегистрировал компанию в прошлом году и прошел акселератор у нас, 3-й батч. То есть, в принципе, уже ребята 11 класса могут создавать свои бизнесы, но там при поддержке родителей, естественно, там нужно записывать ложку на кого-то из родителей, но тем не менее, кор команды – это сами выпускники физико-технического лицея, да, у них есть свой стартап, поэтому и в этом году будет создан еще школьный акселератор, про него я тоже, если интересно, отдельно расскажу. Вот такие демо-дни проходят, вот у нас такие компании. И, кстати, демо-дэй у нас проходит на английском языке. Я хочу всем сказать, что надо учить язык обязательно, не только язык программирования, надо учить язык, английский язык, потому что так сложилось, что венчурный бизнес, мировой венчурный бизнес, он весь на английском языке. То есть если вы хотите питчиться, там, пройти Y Combinator, Plug and Play или 500 стартапов, а когда-нибудь многие из вас здесь сидящих окажутся в Соединенных Штатах Америки со своим стартапом, возможно, да, будете привлекать на разных раундах инвестиций, вам надо учить, ну, начинайте прямо сейчас, если... Я уверен, что у вас у всех многих хорошо с английским, но нет предела совершенства, как говорится, надо, я вот сам постоянно тоже, чтобы не терять хватку, постоянно практикую, слушаю, смотрю фильмы. Кстати, самое интересное, простая практика, смотреть фильмы без перевода. Ну, то есть вы все равно фильмы смотрите сериалы, тот же Silicon Valley, допустим, да, можно посмотреть без перевода. Скачать просто его или на стриминговом канале и посмотреть без перевода, и там и термины такие все как раз из области венчурного бизнеса, IT-бизнеса как раз, да, и вот заодно понимать, о чем говорят, да, произношение, и это вот такая, ну, мой инсайт, как можно весело качать английский язык, но при этом я всегда советую тем, кто английский учит, надо всегда делать dictionary, да, то есть делать надо словарь незнакомых слов. Это самый тоже такой кунг-фу, да, когда ты смотришь фильм или читаешь книгу, нашел незнакомое слово, сразу выписал и перевел его. Обязательно надо выписывать, потому что вот мы вот с Василием Климовичем из 20 века, да, мы аналоговые, поэтому нам проще руками записать и легче запоминать так слова. Но это чисто мой инсайт такой. Двигаемся дальше. Вот мы не замыкаемся республикой, мы за открытые инновации. Мы очень долго жили сепаратно, республика молчала о себе, не заявляла. Вот сейчас мы активно заявляем о себе, проводим экспедицию. Сначала проводили в 11 городах Дальнего Востока. В прошлом году, благодаря пандемии, мы ее сделали онлайн. У нас участвовало 40 городов. То есть мы это делали с Северсталью, Алрос IT и Драйвер. Они выставили свои задачи, проблемки. Мы их упаковали, вывесили на сайте, естественно, искали проекты. И ребята питчились по... Ну, допустим, Алроса поставила такую задачу, если вам интересно, могу ее назвать, это машинное обучение сортировки алмазов. То есть машина должна сортировать алмазы. Вы знаете, что они все разного качества, разного там, прозрачности, цветности, формы, и они стоят по-разному. Да? И вот для того, чтобы сортировать эти алмазы, нужно обучить машину. Вот такая задача стояла, и вот проекты из России пытались решить эту задачу. Вот. Ну и вот в этом году мы будем уже делать страны СНГ, а через год, в 2022 году, будем делать международные. Уже стартап-экспедиции будут международные. Это делается все для того, чтобы мы не замыкались. То есть очень важно, ребята, понимать, что именно инновационный бизнес, именно инновации, они как раз так же, как и наука, не может развиваться сепаратно, нужно постоянно быть в тренде, то есть только через конкурентную борьбу, через экспорт, ну, то есть надо встречаться в рынке со своими конкурентами, да, только так мы можем понять, насколько мы вообще адекватны в своем развитии, да, и только так можно понять, каков хороший ваш продукт, да, только через экспорт. Это вам не буду рассказывать, это вам не интересно.
Могу сказать, что открывается скоро квартал труда. Это такой креативный кластер, большой на улице Труда 1, где соберутся не только айтишники, но и художники, аниматоры, дизайнеры, модельеры, музыку будут писать. То есть мы ставим ставку тоже в том числе на креативную индустрию, потому что в целом создание игр, создание мультфильмов и кино требуется, в принципе, одинаковые подходы. Там и там нужны музыканты, там и там нужны дизайнеры, там нужны продюсеры, маркетологи и прочее, прочее. То есть эти отрасли экономики мы тоже будем развиваться, они тоже основаны на человеческом капитале, на его знаниях. Ну вот наши данные, если говорить про то вообще, что мы сейчас делаем, 85% экспорта IT-услуг на Дальнем Востоке – это якутские IT-компании. Учитывая, что нас меньше 1 миллиона, да, мы входим в топ-10 городов страны. Вот представьте, сколько городов в стране, да, вот маленький Якутск генерит IT-продукции в десятки, то есть уступая Москве, там, Питеру, Новосибирску, ну, крупным миллионникам, да. Но это не предел, я думаю, если законодательство еще улучшится в эту сторону и больше айтишников будет, а мы планируем создать 10 тысяч рабочих мест в Якутии, вот, да, 1000 IT-компаний собираемся создать и около 10 единорогов, чтобы у нас экономика Якутии была не только горнорудной сельскохозяйственной, но и в том числе основанной на наших знаниях на IT-индустрии. Спасибо, готов ответить на ваши вопросы. Спасибо, ребят. Давайте. Спасибо большое, Анатолий Аскалонович. Дорогие друзья, если есть у кого вопросы, активно задавайте. У меня есть вопрос. Да, пожалуйста. Во-первых, хочу Вопросов поблагодарить нет. за выступление, очень интересно слушать постоянно вас. И вот тут такой вопрос. Как считаете, чтобы создать юникорны, вот получается, единорога лучше ориентироваться, как другие страны, на внешний рынок, то есть как Израиль, например, потому что у них свой внутренний рынок маленький, либо же лучше нацеливаться на российский изначальный рынок, как Индрайвер, например, сделал, а потом уже расширяться по другим странам. И еще вопрос, вот лучше брать инвестиции в Android у зарубежных, либо же, ну, например, у российских, там, у Free, у B8, например. Спасибо. Хорошо, спасибо за вопрос. Я считаю, что единорога можно вырастить только ориентируясь на мир. То есть нельзя вырастить единорога только на якутском, ну, на российском, а тем более на якутском рынке. У нас тоже, как Израиль, очень маленький узкий рынок. А почему надо ориентироваться сразу на мировой рынок? Потому что бывают решения, которые только могут удовлетворить, ну, там, допустим, республики. Да, поэтому надо сразу, когда вы начинаете проект, думать о масштабировании. То есть будет ли он востребован в мире. Конечно, можно идти поэтапно, как индрайвер, там, сначала в Якутске его сделать, потом в стране идти дальше, да, но тот же Арсен Томский, он говорит, что, в принципе, можно было начинать сразу в мире, да, то есть сразу на мир запускать, или продукт, который так или иначе будет востребован в мире. Да, то есть, ну, грубо говоря, если вы сделаете проект на якутском языке, условно, да, то он, понятно, будет ориентирован только на якутский рынок. Да, и если у вас нет возможности его как-то переводить и делать на разных языках, то, скорее всего, он будет востребован только в Якутии. Или, допустим, у вас будет, ну, вот у нас есть проект «Водопад», да, я его показывал, это доставка воды, бутилированной воды. Мы когда делали предакселерацию, выяснилось, что такой проблемы не во всех городах мира есть. Проблема чистой воды. Это такая локальная чисто якутская проблема была с чистой водой. Да, и у нас вот, там 30 компаний, которые разливают воду. Вот. А есть города, там, типа Копенгаген, где пьют воду из-под крана. Да, и там нет такой проблемы. Поэтому прежде чем делать какой-то проект, нужно подумать о мире. Ну, как вот, помнишь, мы, Виктор, рисовали том сам сон, да, то есть общий мировой рынок, рынок, который занимает твои конкуренты, и маленький рынок, который ты займешь, не ты, а твой проект. Да. И, конечно, надо сразу понимать, что у нас 4,5 миллиарда пользователей, это огромный рынок, огромнейший рынок. Ни один проект внутри Якутии никогда не сравнится с международным проектом. А что касается финансирования, ну, я думаю, что на ранней стадии можно брать, конечно, и финансирование в российских фондах. Это нормальная практика абсолютно. Когда уже у тебя будет прототип, просто зарубежные фонды не дают на ранних стадиях деньги. У них так называемый 3F. Кто знает, что такое 3F?
тоже загадка от министра. 3F, ну, не знаю, ну ладно, я скажу, что это friends, family and foolish. Переводится как друзья, семья и дураки. Да, это именно те, кто дают деньги в ваш проект на ранней стадии. То есть, когда вот вы, типа, друзья, я что-то изобрел, там, у меня классная идея, типа, давайте проинвестируйте в меня там, да, и тебе может дать только деньги семья, твои друзья или те дураки, которые поверили в ваш проект. Ну и теперь еще добавился 4-й фонд, это Free, тоже 4-й F. Вот, наш фонд, который тоже на ранней стадии дает, потому что вы как семья, как друзья решили тоже на этой ранней стадии закрывать эту проблему. Ну а дальше, когда у вас уже будет продажи, когда гипотеза подтвердится, у вас будут обороты, конечно, зарубежные фонды с легкостью вас профинансируют. Так, еще вопрос? У меня есть вопрос. Добрый день, Да. Анатолий Аскалонин, участники встречи «Цифровая Якутия». Меня зовут Нарова Милита, я учусь в 8 классе Самарской средней школы имени Романа Складского Лейпанского вуза. 3 вопроса. Скажите, пожалуйста, как вы видите развитие IT-направления в малых сельских поселениях? Второе. Внедрение инновационных технологических в сельское хозяйство. 3. У меня проект QR-код достопримечательности Амгинского наследия. Что вы можете посоветовать, какую долговечную технологию можно использовать для установления QR-кодов на достопримечательности нашего села, совместить QR-код с умным городом? Спасибо. Угу. Ну, начнем последовательно с первого вопроса. Я там 3-й вопрос еще уточню. Первый вопрос. Ну, в малых населенных пунктах в первую очередь надо привести быстрый интернет. Только так мы сможем развить IT в малых населенных пунктах, потому что если не будет быстрого интернета, у вас не будет доступа к различным сервисам, образовательным ресурсам, а их сейчас тысячи. Ну, не буду их перечислять, чтобы не рекламировать, но сейчас можно научиться любому языку программирования только пользуясь дистанционным образованием. Да? То есть, сидя дома, у вас есть быстрый интернет, ноутбук, в принципе, можно научиться программировать. Да? У нас есть ребята из маленьких деревень, которые приехали в Якутск и очень классно на высоком уровне профессионально кодируют. Да? Они научились через интернет. Поэтому моя задача в каждую деревню притащить быстрый интернет. Ну и в районных центрах мы будем создавать IT-центры и образовательные программы для того, чтобы вы могли создать команду и начать свой бизнес. Что касается сельского хозяйства, ну такой серьезный вопрос. На самом деле в сельском хозяйстве, конечно, инноваций очень много. Этому можно посвятить целую отдельную лекцию. Вот вы видели у нас теплицу в Саюре, да, в Торе Кангаласа, которая у нас в Сырдахе находится, круглогодичная теплица гидропонная, которые в минус 50 выращивают огурцы, помидоры, зелень. Да? Но это, в принципе, такой вот, скажем так, маленький шажок в большое такое инновационное будущее, потому что сейчас в сельском хозяйстве различные технологии. Есть целое направление, так называемый FoodNet, где как раз занимается... Ну, сейчас, допустим, могут на 3D-принтере напечатать кусок мяса, да, чтобы ты знала. Или там вырастить как белковую пищу какую-то там, да, которую тоже, в принципе, можно есть. И прочее, прочее, прочее. Очень много направлений различных, да, и в том числе Internet of Things, используя IoT, то есть, да, как раз дистанционные плантации различные и прочее, прочее. То есть, на самом деле, там только вопрос вашего воображения и технических возможностей, да, в принципе. Вот. Что касается 3-го вопроса, Милита, давай уточнимся, QR-код для чего тебе нужен? Я не понял. QR-код. QR-код, код достопримечательности Амгинского наследия, чтобы... Достопримечательности? Ага. Ну, такой проект есть. Даже в Якутске его, по-моему, 14-я школа делала. То есть создается база данных, то есть делается некий сайт, краеведческий сайт с какими-то знаменитыми местами или историческими памятниками, или памятниками архитектуры. Их описывается, собирается, заносится на сайт.
Соответственно, потом эти QR-коды распечатываются, генератор QR-кодов наклеивается распечатывается или как-то печатается на пластике, приклеивается к памятнику, и потом смартфоном наводится. Естественно, это все отсылается на тот информационный ресурс, на котором вы разместили предварительную информацию. Так люди могут узнать там о памятнике на якутском языке, на русском, на английском, посмотреть видеоролик, если он там есть. Но я хочу сказать, что мы в этом году будем проводить Викитон. Это такой хакатон для Википедии. Вот приезжало к нам руководство Википедии в республику, и мы договорились, что будем делать такой к столетию республики. Вы знаете, что в следующем году у нас будет 100 лет образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики, 100 лет создания нашей автономии, нашей республики. И мы посвятим этому Викитон, где каждый ребенок, каждый школьник, учитель, просто житель Якутии сможет на Википедии создать свою страницу о каком-то замечательном месте. Почему это нужно делать на Википедии? Во-первых, Википедия бесплатный ресурс, то есть не надо создавать отдельный хостинг, отдельно платить там за содержание страницы. Во-вторых, Википедия аутсорсинговый проект, на котором уже много людей пользуются. И есть такой доказанный факт, что забив тот или иной факт, допустим, про Амгинский район, про реку Амгу или про какое-то замечательное место в Амге, там, да, историческое, это на 20% может повысить турпоток людей, потому что люди, когда летят куда-то в тот или иное новое место, они заходят на Википедию и ищут информацию про это место в Википедии. А я хочу сказать, что у нас в Википедии про Якутию где-то 5000 страниц, но это не предел, можно сделать там очень много новых, забить много новой информации на Википедии абсолютно бесплатно, Амелита. Поэтому я призываю вас всех, когда мы объявим Викитон, такой субботник для всех, да, то есть надо научиться, это несложно, создавать на Википедии страницы. Вот. Кто-нибудь на Википедии страницы делал? Поднимите руки, если кто-то делал на Википедии страницы. Вот, никто не делал. А это можно делать абсолютно бесплатно. Это Дарья Егоровна что хочет сказать. Да, Дарья я Егоровна, хочу скажите. уточнить, да, вот насчет Амелиты. Она вот сказала, что у нее, ну, у нас простая технология, да, это самое, например, в Санкт-Петербурге, в Москве есть прямо на памятниках, значит, вот QR-коды, да, у них же технология другая, и вот можно, да, сделать такую технологию, ну, вернее, мы попробуем сделать такую технологию и прикрепить на наших достопримечательностях. Это можно сделать? Никакой проблемы не вижу. Да, вы можете помочь нам, да, так? Ну, а что именно, в чем помочь нам? Ну, вот разработки технологий именно. У нас же простые вот на этом. Ну, я думаю, что мы можем отдельный семинар для вас организовать. Здесь никакой сложности абсолютно нет. То есть это очень простая, абсолютно на конструкторе можно сделать. То есть берете любой конструктор, делаете лендинг-страницу, делаете генерацию QR-кода, привязываете его к сайту и все. Распечатали. Нет, мы делаем, у нас-то есть все QR-коды, да. Просто у нас именно, Амелита, мы на чем делаем-то? Просто на бумаге распечатываем пленкой и прикрепляем. Вы имеете в виду именно саму распечатку QR-кода? Да. Ну, надо делать на пластике. Только на пластике, да? Ну, пластик, он долговечен, самый долговечный продукт. Самый, да, тогда получается. Ну, на металле можно, но на металле дорого. Да, на металле же там, например, в Санкт-Петербурге мы видели. Ну, на металле можно, я не знаю, у вас есть эти так называемые ЧПУ-станки? У вас есть детский технопарк в Амге? Есть? Нет, у нас Татинский улус, но мы расположены на реке Лена. Амгинский наслед называется, а Чечемах, село Чечемах. Чечемах, знаем, да. Чечемах. Это Татинский. Да. Ну, вам надо, если у вас такие идейные дети есть, вам надо создавать школьный технопарк. Да, брать туда 3D-принтеры, ЧПУ-станки. И вот на ЧПУ-станках мы в технопарке производим ЧПУ-станки, которые могут наносить любую надпись на дерево, на железо, на пластик.
И, соответственно, сложный рисунок, как QR-код, конечно, надо делать только на чипу станке. Вот. Такой станок купите, и ребята могли бы их рисовать на компьютере, и он бы чипу станок наносил бы на металл. Это довольно интересная, хорошая история была бы. Надо с главой района переговорить, или с главой Наслега, и пусть выходит с этой инициативой к нам или в Минобр. У Минобра целая программа создания школьных технопарков. Поэтому... Спасибо. Ну что, друзья, наверное, если есть последний вопрос, дадим возможность, потому что уже мы час работаем. Да, можно вопрос, да, задать? Да, если ты включишь камеру. У меня на ноутбуке проблемы с камерой. Тогда нет. Будем давать возможность задавать вопросы только тем, у кого включена камера. Это будет справедливо. Надо учиться тоже. Есть в цифровом веке должны быть тоже правила поведения. Да? Если человека видно, то, соответственно, он открыт. Во, Никита, видно. Работало. Пожалуйста, задавай вопрос. Все работает же у тебя. Здравствуйте, меня зовут Перевер Никита, студент 2-го курса группы наладчика аппаратного и программного обеспечения Центра подготовки рабочих кадров Арктики, Верхоянский район. У меня такой вопрос. Во время пандемии мы, студенты Верхоянского района, столкнулись с определенными проблемами при дистанционном обучении. Как вы знаете, такой вид обучения в основном проводится через сеть интернет. Но дело в том, что в Верхоянском районе нет волокна. Вы вынуждены покупать спутниковые тарелки, чтобы получить доступ к определенным учебным материалам. И во время дистанционного обучения случались постоянные сбои из-за недостаточной скорости интернета. Плюс к этому тарифы у провайдеров, которые предоставляют доступ. Я, Никита, тебя перебью. Я услышал. Никита. Никита. Да? А он тоже из Зырянки вышел, да, Никита? Никита, ты из Зырянки, да, сейчас? Не понял? Ты в Зырянке, да, Никита? Нет, поселок Батагай. Ты в Батагае сейчас, да? Верхний Колымский ты сказал или Верхоянский? Батагая, походу. Так, ну, я услышал вопрос, в общем, про Батагай я услышал. Мы сейчас как раз вместе с... Надеюсь, Никите вы передадите. Никита меня, наверное, не слышит уже. Что-то он подзавис. В Батагае мы хотим прийти через Тампонский район. Есть проект, вот мы сейчас с Ростелекомом обсуждаем, подключить Батагай. Стоимость, конечно, проекта примерно где-то 800 миллионов рублей. Мы сейчас это с Минархикой обсуждаем, но я думаю, что в ближайшие полгода мы этот вопрос решим с точки зрения финансирования и будем строить оптоволоконную линию, и мы хотим Батагай подключить так же, как другие районные центры, как я говорил. Вот, поэтому про Булун я тоже вижу в чате, пишут, в Тикси мы подключим в 2024 году. Ну что, вопросы закончены. Кто у нас? Василий Климович или кто у нас? Кто у нас из организаторов остался? Можно вообще фото? Дарья Егоровна, ну давайте, минута осталась, мне просто... Нет, общее фото можно всем открыть и сфотографируемся вместе с вами. Давайте. Ага. Открыть. Просто вот та часть... Ага. Давайте еще раз, вот ребята же подключились. Вот там вижу Толю Кондратьева, вижу. Толя, привет. Здравствуйте. Вот, отлично. Сколько ребят спрятали камеры. Давайте еще раз сделаем снимок, да, улыбаемся. Спасибо. Получилось, да. Ну все, спасибо вам, ребята. Удачи, здоровья, берегите себя и учитесь хорошо. Вам до свидания. Удачи, чтобы все у нас получилось. Да, давайте. Ага. За быстрый интернет. Давайте, ребята. До свидания.